По поводу инклюзивного образования я хотела бы сказать, что это наиболее передовая система обучения детей с ограниченными возможностями, основанная на совместном обучении как детей с ограниченными возможностями, так и здоровых детей в школе, в самой школе. Скажите про ваш опыт, когда вообще вы начали вот эту Но с инклюзивным образованием я столкнулась, работая заместителем директора по учебно-воспитательной работе в среднем общеобразовательном учреждении номер 28 района Фирдавси, города Душанбе. Там я столкнулась с тем, что детей с ограниченными возможностями родители приводили к нам в школу и хотели, чтобы они обучались на базе нашей школы. В школе был создан кабинет, да? Ресурсный класс, который работал с такими детками. Их у нас было около 35. Дети были с разными формами инвалидности, да, и замедленное психическое развитие, и детский церебральный паралич, и синдромы Дауна, аутизма. Почему вы считаете, что эти дети должны быть, обучаться в общеобразовательной среде? И почему это очень важно? Как вы считаете? Я считаю, что обязательно дети с ограниченными возможностями должны обучаться в обыкновенных общеобразовательных школах, потому что это дает им возможность в дальнейшем адаптироваться в нашем обществе, жить дальше, не комплексуя, развиваясь. У меня есть примеры таких детей. И еще один момент, который бы я хотела обозначить. Если такие дети обучаются в классах наравне со здоровыми детьми, это также воспитывает милосердие в наших детях. У меня есть пример того, как мальчик с аутизмом обучался в одном классе с моим сыном, и весь класс опекал этого мальчика, помогал ему всячески справиться с обучением. Вы знаете, это было так приятно. Когда здоровые дети, без особенностей, да, в физическом развитии, в психическом развитии, видят рядом детей с ограниченными возможностями и видят, что они обучаются наравне с ними в их классе, они в дальнейшем уже будут и в дальнейшей жизни, встречаясь с такими людьми, они не будут бояться их, да, не будут относиться к ним с каким-то предвзятостью, с какой-то предвзятостью. Во времена моей работы в среднем общеобразовательном учреждении 28 района Фирдавси у нас обучался мальчик с формой аутизма, Хаджаев Равшан. Это был такой красивый ребенок, вы просто не представляете. И он дружил с ребятами, нашел общий язык со всеми одноклассниками и дружил практически со всеми, и с мальчиками, и с девочками. И когда я с утра встречала ребят, он обязательно подходил ко мне и здоровался на ушко, говорил мне «здравствуйте». Равшан после 9 класса он получил аттестат, обучался в обычном колледже, и сейчас он работает. Обучалась девочка, не имея возможности ходить, приезжала на учебу в коляске. И видя, с каким упорством она это делает изо дня в день, другим детям было стыдно
Стыдно плохо учиться. Я говорила, посмотрите и берите пример с нее. Я, наверное, думаю, они боятся сложностей, которые могут возникнуть в работе с такими детьми. Я хочу их уверить, что ни в коем случае не надо этого бояться, потому что работа с такими детками одно удовольствие. Никаких сложностей не возникнет. Нужно просто немножко, наверное, об этом инклюзивном образовании получить сведений, желание иметь работать с такими детьми. Ничего сложного в этом нет. Хотя я считаю, что учителя, которые работают с такими детьми, должны проходить курсы повышения квалификации, потому что если 5 лет обучения в университете дает им возможность, дает им знания для работы со здоровыми детьми, то здесь немножко посложнее. Здесь нужны знания другого плана. И курсы повышения квалификации, они обязательно нужны. Есть такие дети, которые требуют сопровождения. Тьютор, да? С такими детьми в школу должен приходить сопровождающий человек. Это первая, да, трудность. Второе, к ним особый подход нужен. Например, к деткам с замедленным психическим развитием, для них должна быть составлена более упрощенная программа. Вот. И все. Больше, я считаю, никаких трудностей нет. У меня в 21-й школе я начала принимать таких детей, когда работала руководителем. Я пришла в 20-ю школу, у меня несколько ребят обучаются. Правда, они пришли с направлением. Я попросила согласовать этот вопрос с Министерством образования, и потом, естественно, я их приняла. И мальчик с прошлого года обучается в нашей школе, имея очень тяжелый диагноз. Но учится, пишет, рисует, читает. Это уже хорошо. Этот ребенок обучался в России. Он учился в классе коррекционном, да, такие классы коррекционными, в специальном классе. К сожалению, у нас в школах таких классов нет. Вот. И поэтому такие детки у нас учатся в общеобразовательной школе. Я очень рада, что родители перестали прятать таких детей, что они задумываются об их будущем и приводят их в школе. Не надо стесняться, что у тебя такой ребенок. Нужно бороться за то, чтобы этот ребенок смог в дальнейшем жить самостоятельно. Нужно учить его жить самостоятельно, потому что мы не вечны на этой земле, а рано или поздно ребенок останется один. Глеб Русин, у него русский язык. Сейчас Глеб Русин, у него ДЦП. Я преподавала русский язык и литературу этому мальчику. Мальчик был очень умненький, старательный. Мама у Глеба преподаватель начальных классов. Сам Глеб пошел по стопам своей матери и сейчас работает учителем информатики в одной из лучших школ нашего города. Это в школе при городском отделе образования. Вот такие дети, они в каком-то направлении даже гении. Он был гением в математике. Одна из проблем, с которой бы они столкнулись, директора, да, это проблема неприятия таких детей родителями учащихся. Сами дети, они никогда не будут против. Это дети. Им скажешь «надо», да, значит, они скажут «значит, так надо». Вот. Мы для них авторитет. Если учитель говорит, что этот мальчик или девочка будет учиться в нашей школе, для детей это нормально. Раз учитель сказал, значит нормально. Я учителям говорю, учить надо не только детей, учить нужно их родителей, воспитывать их родителей.
То есть нужно, наверное, собраться, поговорить, объяснить, что эти дети тоже нуждаются и в общении, и в знаниях, которые они получают в школе, что нужно быть милосерднее. Они имеют на это право. Имеют право, да, обучаться наравне с другими детьми.